Скоро начнутся долгожданные школьные каникулы. Многие родители уже задумываются, как занять своих детей в этот период. Одни планируют устроить своих чад в летние лагеря, другие отправить к бабушке в деревню или на дачу, третьи оставить одних дома. Несовершеннолетним везде может угрожать опасность, если не соблюдать меры предосторожности. Профессиональные советы по безопасности в рубрике «Полиция сообщает» даст представитель МВД Вера Железцова. Отправляя ребенка в лагерь, необходимо узнать всю информацию о планируемом месте отдыха, о наличии у детского лагеря соответствующих сертификатов на оказание каких-либо услуг, лицензий, дисциплинарной политики оздоровительного учреждения. Важно знать и о квалификации сотрудников, в частности, вожатского состава, а также почитать отзывы родителей, чьи дети уже побывали в этом месте отдыха. Если ваше чадо в летнем лагере, регулярно звоните ему по телефону и интересуйтесь самочувствием. При возникновении чрезвычайной ситуации, травмирования ребенка, нарушения его прав, ненадлежащего присмотра и организации досуга детей работниками детского учреждения необходимо сразу сообщить о данных фактах в полицию. Не будет лишним и подробный инструктаж своего чада на случай различных ЧП. Прежде чем отправить ребенка в лагерь, нужно проинструктировать его. Нужно добиться того, чтобы ребенок знал, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Нужно четко понимать, что ребенок знает, куда позвонить в сложных ситуациях, чтобы он знал данные своих родителей, знал свои данные и как вести себя в окружающей обстановке. Впрочем, большая часть подростков останется летом в городах, часто без должного родительского контроля и присмотра. С наступлением весны традиционно становится больше фактов подросткового хулиганства и других уличных правонарушений. Не стоит забывать, что с 2008 года введен комендантский час с 22 до 6 часов утра. При обнаружении несовершеннолетнего в данный промежуток времени сотрудники полиции задерживают его. Выявив данный факт, сотрудники полиции, составив рапорт, просят несовершеннолетнего пройти в служебную автомашину, после чего везут по месту жительства и под расписку передают родителям или законным представителям. Самым маленьким детям летом грозит еще одна опасность – падение из окна. Малыши очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности. Большинство случаев падения происходит, когда чадо осталось без присмотра. Поэтому не оставляйте детей одних. Отодвиньте мебель от окон, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. От падения они не защитят. Напротив, москитная сетка создает у малыша иллюзию надежной стены, на которую можно опереться. Старайтесь открывать окна сверху, а не снизу. Снимите рукоятки и уберите их повыше, используя только по мере необходимости. Прежде чем отправить ваше чадо на отдых, убедитесь, что оно к этому испытанию полностью готово. Поговорите с ним, объясните, как нужно вести себя в разных экстремальных ситуациях. Если же ваш ребенок остается на лето дома, то его надо чем-то занять. К слову, трудоустроиться можно уже с 14 лет. В этом году в Коми планируется открыть 10 200 вакансий для несовершеннолетних. Много они там, конечно, не заработают. Но, во-первых, почувствуют вкус трудовой копейки, а во-вторых, будут заняты, пока родители на работе.